Добрый день, уважаемые слушатели очередного вебинара в рамках консультационного часа. Напоминаю, меня зовут Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий город Сыктывкар. К сожалению, сегодня технические возможности не позволяют в более контактном режиме с вами взаимодействовать, и большая часть посмотрит вебинар в записи. И сегодняшняя наша с вами тема встречи посвящена детям с двойной исключительностью и особенностям взаимодействия родителей и педагогов с такими детьми. Нужно сразу же сказать о том, что данная тема достаточно мало исследована, изучена, очень мало информации по этой теме, точно так же, как и не так много возможностей у детей с двойной исключительностью полностью реализовать себя. Ну и что это такое, мы сейчас с вами дальше узнаем. Изначально хочу затронуть в целом, что такое одаренность, что это за явление, кто такие одаренные дети, коротко их особенности, и дальше перейдем именно к детям с двойной исключительностью. То есть одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов, необычных, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Само название одаренность говорит нам о том, что это дар, который может быть превращен в результат, а может оказаться и невостребованным, и нереализованным в силу сложившихся обстоятельств. Одаренность может быть связана с высоким развитием интеллектуальных способностей, это может быть творческая одаренность. Чаще всего мы сталкиваемся с академически одаренными детьми, то есть те, которые очень хорошо обучаются в школе. И когда мы употребляем слово одаренность, то имеем в виду все-таки проявление способностей, которые могут охватывать разные сферы без подчеркивания конкретной сферы одаренности ребенка. А тогда как слово талант, определение талант относится больше к выдающейся способности в более узкой сфере. Ну и более подробно, то есть могут быть выделены следующие виды одаренности, как мы уже с вами услышали, это интеллектуальная одаренность, это дети с врожденными высокими интеллектуальными способностями, для которых часто стандартная общеобразовательная программа является недостаточной для реализации своих способностей. Это академическая одаренность, то есть дети, способные к обучению в широком смысле слова. Это те дети, которые охватывают большое количество предметов и имеют высокую результативность по большому спектру предметов. Лидерская одаренность или по-другому коммуникативная одаренность – это как раз дети с лидерским поведением, которые способны в любых нестандартных ситуациях сохранять уверенность, взаимодействовать легко и уверенно с посторонними людьми, легко приспосабливаются к новым ситуациям, генерируют идеи, легко решают социально-лидерские задачи, способны принимать на себя уже в маленьком возрасте ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста. И очень часто это именно трудные дети для педагогов, для родителей в плане дисциплины. И они, конечно же, нуждаются в специально организованной учебно-воспитательной среде, где могут найти возможности для индивидуальной самореализации и адекватного самовыражения. Мы имеем часто дело с художественной эстетической одаренностью, и данный вид одаренности заметен в высоких достижениях в художественной деятельности, музыке, танце, скульптуре и так далее. Творческая одаренность проявляется в нестандартном видении мира, в нешаблонном мышлении, и творчески способные дети прямо и непосредственно при этом не могут проявляться в обучении, то есть не всегда творческие способности идут параллельно с высокими результатами в учебной деятельности. А вот спортивная одаренность или психомоторная одаренность, она
имеет прямую корреляцию с высокими результатами в обучении. То есть современные исследования доказали, что если у школьников, которые увлекаются спортом и имеют высокие достижения в спорте, создать определенную мотивацию, они могут превосходно учиться. Духовно-ценностная одаренность – это одаренность в создании новых духовных ценностей, смыслов, видения в служении людям. Такие дети тоже нас окружают. Ну, чаще всего мы говорим, конечно же, об интеллектуальной одаренности, либо об академической, высокой академической успеваемости. Если говорить об интеллектуальной одаренности, то в целом принято считать, что ребенок отличается одаренностью тогда, когда показатель его IQ свыше 130-140 баллов. Но во внимание не принимаются результаты. Во внимание принимаются не только результаты тестирования, а также необходимо при взаимодействии, диагностике детей учитывать еще следующие критерии. Это способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений. Это потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и стремление разобраться в них, такая увлеченность в какой-либо проблематике. Это способность подмечать, рассуждать, выдвигать объяснения, обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников. Это стремление чаще общаться со взрослыми, чем со сверстниками. Повышенная чувствительность, высокая требовательность по отношению к самому себе, высокая самокритика. Развитое воображение, интерес к сложным играм и иногда критическое отношение к окружающим. То есть одаренный ребенок – это достаточно такой сложное явление, которое включает в себя не просто высокий интеллект и, собственно, какую-то отдельную способность, но это спектр особенностей личности. Наблюдая за одаренными детьми и исследуя их, были выявлены некоторые характерные черты, которые, понятно, что каждый ребенок – это отдельный мир, но некоторые похожие черты, свойственные большей части одаренных детей, были выявлены. Это высокая познавательная активность и широкий спектр интересов. Это способность к целостному восприятию мира и отдельных ситуаций и способность к инсайту. Это высокий уровень развития аналитических навыков, дивергентное мышление, изобретательность в решении заданий, компенсирующие трудности в обучении. Неравномерность развития учебных навыков свойственна также одаренным детям. Проблемы в школьном обучении, то есть это не всегда дети, которые выходят из школы с золотой медалью. Иногда возникают и проблемы в этом отношении. Также большинство одаренных детей с интеллектуальной одаренностью, академической, свойственны неуклюжесть, проблемы с крупной и мелкой моторикой. Зачастую они носители плохого почерка, что не очень любят педагоги, особенно в начальных классах, неаккуратность выполнения письменных работ. А также им свойственны некоторые особенности эмоциональной сферы. Это эмоциональная лобильность, подвижность, импульсивность и часто возникающие конфликты, чаще по мировоззренческим моментам, с учителями и сверстниками. У одаренных детей обычно ярко доминирует не только исключительная интеллектуальная любознательность, но и стремление к одиночеству, самоизоляции. И это вызвано именно осознанием своей индивидуальности и инакости по сравнению с другими детьми. Человек, которого все знают, Абрахам Маслоу, по пирамиде потребностей, он также занимался и одаренными детьми. И он выявил, с одной стороны, уровни функционирования одаренного ребенка в жизненном пространстве и, можно сказать, и проблематику функционирования одаренного ребенка. Всего он выделил 4 уровня функционирования одаренного ребенка. Первый уровень – это уровень выживания. То есть, когда ребенок находится в этом мире в ситуации только физически и борется за сохранение своего особенного «я» во внешнем окружении. То есть, это тот случай, когда ребенок, в принципе, не может реализовать свои возможности. Второй уровень функционирования – это уровень обороны.
То есть одаренный ребенок сохраняет свое я, старается удержать свои позиции в социуме, борется против всего, что квалифицируется им как угроза. Третий уровень функционирования одаренных детей – это уровень уверенности. Ребенок находит компромисс в преодолении социального отчуждения, непринятия своих особенностей и все-таки старается учиться, самоутверждаться и саморазвиваться. Ведь не всегда мы принимаем особенности одаренных детей. Иногда нам кажется, что они ломают наши устои, и мы пытаемся не дать реализовывать какие-то устремления этих детей. И вот четвертый уровень процветания – это тот уровень, когда преобладание творческих и продуктивных занятий позволяет ребенку одаренному полностью себя реализовать. К сожалению, вот на таком четвертом уровне далеко не всегда функционируют одаренные дети. Чаще всего встречаются первые два уровня. Вообще необходимо сказать о том, что одаренность не всегда спасает детей от школьных неудач, потому что система современного среднего образования России не полностью соответствует потребностям одаренных детей и их особенностям, потому что сама структура среднего образования универсальна и рассчитана на детей с соответствующим их возрасту умственным способностям усредненным. И зачастую одаренному ребенку в этой системе не всегда интересно на уроке, и это лучший вариант. Он сам разобрался в этом предмете, его знания в этой области идут далеко за рамки установленной школьной программы. В худшем варианте бывают столкновения с педагогами и с детьми. Потому что порой такой ребенок имеет накопленные по учебному предмету знания, которые превосходят уровень знания даже преподавателя. Все это выделяет ребенка из его школьных сверстников. Это немножко противоставляет его уровню педагогов, и такие блестящие способности могут стать даже предметом насмешек и отчуждения со стороны одноклассников и непринятия со стороны педагогов. Не всех, конечно, да, но такие случаи также имеются. Такое специфическое отношение и учителей, и одноклассников способствует тому, что иногда одаренные дети попадают в разряд трудных детей, детей с трудным поведением. Ребенок может активно протестовать против сформировавшегося к нему отношения. Такой протест порой может принимать агрессивные формы. Стремясь подогнать себя под общепринятые стандарты, ребенок подавляет свои потребности, избегает проявлять все свои незаурядные способности. Это может стать причиной его нарочитого агрессивного поведения в отношениях с учителями и сверстниками, хотя такая агрессия имеет все-таки более защитный характер. Другим полярным вышеописанному поведению может стать депрессивное состояние одаренного ребенка, как реакция на непринятие его школьной средой, учителями, сверстниками и невозможностью самореализации. В ситуации постоянного подавления проявлений своей одаренности ребенок замыкается в себе, становится апатичным, теряет интерес к общению. Такое отношение к окружающему миру может усугубиться еще и тем, что одаренному ребенку очень трудно найти близких себе по духу друзей и товарищей. Даже элементарные игрушки он исследует более глубоко, на более глубоком уровне, и не все дети готовы так глубоко погружаться даже в мир игр, в мир каких-то интересов, живут на более поверхностном уровне. Есть мнение, что одаренные девочки адаптируются легче к усредненной школьной программе, реже проявляют недисциплинированность, в большей степени находят варианты все-таки проявить свою одаренность, при этом не вступать в конфликт с окружающей средой. Мальчишки же более эмоциональны, чаще девочек демонстрируют поведенческие проблемы, и они более подвижны, менее усидчивы и внимательны. И зачастую это объясняется тем, что одаренные мальчики просто не считают необходимым концентрироваться на изучении того предмета, которым и так
понятен и более того, дается не на том уровне, на каком бы им хотелось слышать этот предмет. Но в целом бытует мнение среди исследователей, что среди девочек реже встречаются одаренности, и проявляются они, если они проявляются, то в более позднем по сравнению с мальчиками в возрасте. Вообще возможную проблему адаптации одаренного ребенка необходимо начинать решать заблаговременно, еще в дошкольном возрасте. Не стоит обособлять такого ребенка от сверстников. Пусть он имеет возможность общаться как с обычными детьми, так и с детьми своего интеллектуального уровня развития. Это поможет одаренному ребенку приобрести навыки социального взаимодействия, научиться понимать людей, реально оценивая их достоинства и недостатки, ценить индивидуальность каждого из них. То есть создавать искусственный мир, состоящий только из одаренных детей, не рекомендуют, потому что дальнейшие ступеньки образования не всегда и социальной жизни не всегда позволят продолжить создавать и далее такие искусственные ниши. Родителям нежелательно демонстрировать своему одаренному ребенку оценочное и сравнительное отношение по отношению к другим детям. И здесь важно учить ребенка не сравнивать себя с другими детьми, а показывать особенность каждого. В случае, если у ребенка в детском саду возникают какие-либо проблемы, и если пребывание там не вызывает положительной реакции, более того, подключаются соматический какой-то компонент, ребенок плохо себя чувствует, включается тревожный компонент, нарушение сна, длительное состояние подавленного настроения. Стоит отказаться с таким ребенком от посещения детского сада, поискать, возможно, другой вариант детского сада, либо же смотреть более облегченный режим посещения детского сада. В этот период не стоит запирать ребенка дома, изолировать его также не нужно. Смотреть, как можно альтернативно организовать социальный полноценный круг общения. При выборе школы для одаренного ребенка все-таки рекомендуется обратить внимание на школы специализированные с определенными уклонами. Это оказывается целесообразным с той точки зрения, что именно в такой школе будет большая возможность самореализации и развития способностей. К тому же именно в подобных школах реально на практике все-таки применить принцип более индивидуального подхода к обучению одаренного ребенка, так как правило, эти школы малогабаритные. И в крупногабаритной школе одаренный ребенок получит более негативный опыт взаимодействия со сверстниками, с педагогами, которые рассчитаны работать на более универсальную программу. Со стороны родителей одаренному ребенку требуется, конечно же, особо много внимания, терпения, заботы, ведь одаренный ребенок тонко чувствует, глубоко переживает, отличается особой эмоциональностью, ранимостью. Родители также не должны забывать, что одаренный ребенок – это прежде всего ребенок, для которого полноценное детство также необходимо, как и обычным детям. Конечно же, желательно выбирать школу, в которой будет учтено и создано особое образовательное пространство. Да? Будет здорово, если в такой школе все-таки будет возможность реализовать деятельностный потенциал такого ученика, потому что одаренные дети – это всегда активные дети. И далее мы с вами рассмотрим немного такой момент, что зачастую одаренность сочетается с синдромом синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Также будет здорово, если у ребенка одаренного будет возможность проявлять склонность к авторству. Одаренные дети стремятся быть творцами и активными созидателями всего, что происходит в их жизни.
Конечно же, таким детям желательно содействовать в их стремлении ставить перед собой цели и искать способы их достижения. Для них сверхзначима свобода к выбору, и они готовы нести ответственность за результаты такого выбора. Создание условий для максимально возможного использования своих способностей уже непосредственно по той специфике, где проявляется эта способность. Либо это танцевальные, либо это способности в физике, в математике. Конечно же, вот это образовательное пространство должно включать психологов, которые будут помогать одаренным детям преодолевать негативное влияние других детей, в кавычках обычных детей, да, и их обычных реакций на одаренных детей. Такие пространства есть, и даже у нас в республике достаточно много специализированных школ, в которых одаренные дети могут проявиться, и действительно созданы особые образовательные пространства. Что же касается детей с двойной исключительностью, все, что мы сейчас проговорили об одаренных детях, в целом, неважно, это дети с двойной исключительностью, с ОВЗ, или же это дети без особенностей в здоровье. Вот все эти нюансы, они свойственны в том числе и детям с двойной исключительностью, но есть еще специфика, которую добавляют, конечно же, наличие ограничения в здоровье. Сегодня в современной России, в современных условиях учитель в классе может встретить как здорового ребенка, так и ребенка, который, с одной стороны, обладает некоторой степенью одаренности, но с другой стороны имеют некоторые особенности в развитии, в здоровье, которые могут затруднить процесс обучения. Вот это явление и в настоящее время называется феноменом двойной исключительности. В целом, на сегодняшний день исследователи считают, что около 20% всех одаренных детей это дети с двойной исключительностью, то есть достаточно большой процент. И если в целом одаренные дети требуют все-таки специализированного подхода, то дети с двойной исключительностью, конечно же, требуют его еще в большей степени. Как правило, их особые образовательные потребности обусловлены наличием определенных заболеваний, таких расстройств, как СДВГ, проблемы сенсорной интеграции, обработки слуховой или зрительной информации, дислексии, пространственной дезориентации, болезни, относящиеся к аутистическому спектру, мигрени достаточно часто встречаются у одаренных детей и так далее. То есть каждый пятый, по сути, одаренный ребенок может иметь трудности в обучении, которые обусловлены особенностями его здоровья. Дети с двойной исключительностью представляют собой, конечно, достаточно разнородную группу учащихся. У нас в России создана для детей с ограниченными возможностями здоровья и функционирует система специального образования. В таких учреждениях с детьми занимаются психологи, специальные педагоги. Но во многом из-за обособленности коррекционных образовательных учреждений уже в детском возрасте происходит разделение на здоровых детей и детей с особенностями здоровья. Поэтому в результате обучения детей с ограниченными возможностями в специальных учреждениях конкурентность их на рынке образования низкая. Как же быть, если ребенок со статусом ОВЗ одарен? Даже в период расцвета инклюзивного образования такому ребенку пока на сегодня сложно раскрыть или реализовать свои способности. Каких же детей называют одаренными детьми с ОВЗ, какие они имеют особенности, как с ними работать? Прежде всего, это дети, которые признаны медицинской и образовательной системами, превосходящими уровень интеллектуального и творческого развития других детей своего уровня и диагноза. Немножко другое, да, понимание. Ребенок, который проявляет несвойственный возрасту, а главное диагнозу способности в одной или нескольких областях, считается одаренным ребенком.
Чаще всего одаренность связывается со школьными достижениями, как и в случае с обычной одаренностью и его успехами. И это способствует тому, что детей с ограниченными возможностями здоровья зачастую бывает очень трудно идентифицировать как одаренных. Ведь способность или неспособность к обучению маскирует их одаренность. Это одна из больших проблем, это как раз-таки дифференциация одаренного ребенка на фоне его ограничений его здоровья. Проблема идентификации заключается в том, что особенности здоровья более заметны субъективно родителям и педагогам, они более очевидны, нежели высокий интеллект или творческие способности. И можно отметить, что некоторые факторы, которые препятствуют определению одаренности у детей с ограниченными возможностями. Так, например, у детей с церебральным параличом, нарушением слуха отсутствуют навыки коммуникации. У детей с нарушением двигательных функций наблюдается замедленное письмо. У детей с проблемами эмоционального характера трудности поведения, агрессия, вспыльчивость, замкнутость, за которыми очень сложно увидеть какой-либо вид одаренности. Негармоничность развития детей с ограниченными возможностями здоровья также откладывает свой отпечаток как на развитие способностей ребенка, так и на развитие личности в целом, в том числе на их общение со сверстниками. Часто такой ребенок оказывается в изоляции, и в результате чего некоторые одаренные дети оказываются слабо успевающими, а их особые возможности не востребованными. Выявление одаренных детей, имеющих ограниченные возможности, это сложный момент. Скажем так, условно здоровых детей не всегда в этой категории диагностируют одаренных детей. Здесь это еще не налаженный, сложный, продолжительный процесс, который связан с полноценным анализом развития ребенка, который должен начинаться обязательно еще в дошкольном возрасте на основе наблюдения за ребенком, исследования его психологических особенностей и физического развития, а также развитие речи, памяти, логического мышления, творческих способностей. Зачастую на тот момент, когда родитель узнает, что его ребенок особый, происходит фиксирование именно и это понятно, на важности восполнения физического здоровья ребенка, физического или психического. И родителю не всегда у родителя не всегда есть возможность зафиксироваться на его одаренности и выявлении этого аспекта. Здесь, конечно же, должны помогать педагоги, консультанты такому родителю. Применение тестов для выявления одаренности у детей с ОВЗ – это лишь один из источников сведений, необходимых для принятия решений. На самом деле, чем будет больше источников информации о ребенке, тем более правильным будет решение. С чем это связано? С тем, что выводы тестирований должны быть соотнесены обязательно с результатами наблюдения за поведением ученика и мнением родителей. Поэтому очень важны, помимо каких-то психометрических диагностик, использования объективных замеров, необходимо и важно использовать данные опроса родителей. Например, опросник «Методика экспертных оценок по определению одаренных детей» Лосевой. Учителя довольно часто скептически относятся к тому, что родители могут переоценить способности своего ребенка, но тем не менее родители одаренных маленьких детей чаще сегодня недооценивают способности своего ребенка, а тем более ребенка ОВЗ, поскольку для родителей особенности здоровья ребенка более заметны и очевидны, или же по сравнению с братьями, сестрами и другими членами семьи. Одаренность можно развивать при соблюдении некоторых условий у детей с ОВЗ. Конечно же, мы не можем здесь исключать готовность образовательных учреждений, материальная, ресурсная, психологическая готовность школ принять детей с ограниченными возможностями здоровья. Но сегодня школы это делают. Создание всех необходимых условий для успешного включения таких детей в учебную и творческую деятельность, создание особого образовательного пространства, вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность.
что способствует укреплению их психического, физического здоровья и преодолевается комплекс неполноценности. Обязательно создание ситуаций успеха для таких людей, поддержка, организация конкурсов, выставок, концертов, фестивалей. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ. Обязательно требуется создание возможностей самореализации с помощью такого сопровождения. Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ с участием всех специалистов, работающих с таким ребенком. Говоря о системе воспитания и обучения дважды особенных детей, следует отметить, конечно же, применение внеинклюзивного подхода, цель которого заключается в том, чтобы учесть особенности, помочь ребенку развиться, используя его интеллектуальный потенциал. Конечно же, первый шаг на пути к этой цели – сначала определить одаренность за пределами особенностей здоровья. В основе практики инклюзивного образования лежит принцип учета индивидуальности каждого ребенка, поэтому и только тогда будет возможность удовлетворить все его особые потребности. И, конечно же, проблемы должны решаться под руководством взрослых или в сотрудничестве с более способными сверстниками. Понимание этого поможет построить образовательную систему таким образом, чтобы она способствовала все-таки раскрытию истинного потенциала одаренных детей с ОВЗ. Важный момент, что таких детей, конечно же, нельзя учить как условно здоровых, одаренных детей, которые схватывают все на лету, или их также нельзя обучать как просто детей с проблемами в развитии, так как это все-таки дети с одаренностью, которые нуждаются в развитии одаренности, но с другой стороны они нуждаются и в коррекции проблем обучения в силу особенностей здоровья. Можно как пример привести Эйнштейна, у которого не было угловой извилины в левом полушарии, которая соответствует центру речи, и он не мог быстро читать. По современным данным, около 25% мальчиков также не имеют этой извилины и не могут читать быстро. Следовательно, если взрослые не будут помогать таким детям, они будут в существенном мере отставать по тем предметам, где нужны большие объемы материала для прочтения. При этом интеллектуально эти мальчишки могут превосходить среднестатистический уровень обычного интеллектуального развития. Причины школьной дезадаптации и неуспеваемости одаренных детей. Конечно же, это уникальность каждого одаренного ребенка и его личностные особенности. Это недостаточная теоретическая подготовка, отсутствие практического опыта у взрослых, кто работает с такими детьми. Это неготовность специалистов принимать далеко не всегда удобного в общении одаренного ребенка, а тем более ребенка с ОВЗ. Это конфликт стиля подачи учебного материала учителя и особенности восприятия информации учеником. И это снижение учебной мотивации вследствие несоответствия познавательной потребности и реальной учебной программы. Мы говорили о том, что зачастую одаренность сочетается с синдромом гиперактивности внимания. Это неврологически поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте, которое проявляется такими симптомами, как трудность концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. И если по данным Соединенных Штатов населения это расстройство присутствует у 3-5% детей, и СДВГ чаще встречается у мальчиков, в России 40% детей ставят СДВГ на сегодняшний день. Поднимается, конечно же, вопрос по поводу гипердиагностики, либо это наши национальные особенности.
И согласно действующим критериям диагностики, из ДВГ можно диагностировать, начиная только с позднего дошкольного или школьного возраста, почему у нас и появляется, да, проблемы в школе, поскольку для выполнения требований постановки диагноза необходима оценка поведения ребенка как минимум в двух условиях обстановки, например, и дома, и в школе проявляется эта симптоматика. И наличие нарушений обучения и социальных функций как раз позволяет выставить этот диагноз. Ну, из грустного, с неврологической точки зрения, из ДВГ рассматривается пока как стойкий синдром, и для него не найдено эффективного способа излечения. Таких детей становится все больше и больше, да, и в России их таких детей особенно много. Ну и среди таких детей также есть одаренные дети. По отношению к одаренному ребенку у взрослых формируются ожидания, которые продиктованы его неординарными способностями. Однако ребенок с СДВГ не может соответствовать этим ожиданиям в силу своих особенностей, да, которые накладывает, собственно, синдром СДВГ. Некоторые характеристики одаренных детей и детей с СДВГ являются внешне схожими. И одаренный, и гиперактивный ребенок могут проявлять беспокойство на уроке, совершать много движений, отвлекаться, терять интерес к занятиям. Однако происходит это по разным причинам. И в одном случае это вследствие физиологических особенностей и невозможности длительное время концентрировать внимание. В другом случае, в случае с одаренностью, от скуки, несоответствия уровня сложности учебного материала потребностям ребенка. Ну и, следовательно, стратегии нормализации состояния тоже должны быть разными. Диагностика одаренности и СДВГ необходима на ранних этапах развития ребенка. И важно помнить, что одаренность маскируется неспособностью обучения, характерной для ребенка с СДВГ. Педагог, испытывая трудности обучения, общения с гиперактивным ребенком, далеко не всегда может оценить его выдающиеся способности в отдельной области знаний или деятельности. Педагогу трудно с гиперактивным ребенком, педагог пытается справиться с гиперактивностью, ну и, конечно же, не всегда замечает одаренность. Важно, в процессе диагностики необходимо рассматривать сильные стороны дважды исключительных детей, скорее отдельно от их слабых сторон, не усредняя баллы. Например, всем известный нам тест Векслера. Высоко одаренный ребенок может получить 19 баллов в одном субтесте, например, в словарном, и очень низкие баллы в другом субтесте, например, шифровка, которая измеряет зрительно-моторную координацию. И усредняя такие баллы, мы записываем такого ребенка в средний класс учащихся, а не как высоко одаренного. Дети с двойной исключительностью, несмотря на одаренность, зачастую в силу физиологических и психологических особенностей, не в состоянии усвоить программу для одаренных детей. Ведь подобные программы направлены либо на ускорение, либо на интенсификацию, что может пагубно сказаться на успехах ребенка, черты которого включают дефицит внимания, импульсивность и гиперподвижность. То есть программа для одаренных детей с СДВГ и, в принципе, с ОВЗ должна быть отличной как от общеобразовательной программы, так и от программы для условно здоровых одаренных детей. Психолого-педагогическая помощь детям с двойной исключительностью предполагает, конечно же, принятие исключительности такого ребенка и учет особенностей все-таки его как одаренного ребенка и в то же время ребенка, который имеет специфику развития и поведения. Неважно, это СДВГ или какие-то либо другие особенности развития, поведения, здоровья. Конечно же, должна быть индивидуализация процесса обучения, составление индивидуального трафика обучения. Это обязательно учет и составление графика работоспособности такого ребенка.
Это анализ ситуации, провоцирующей проблемы поведения и обучения, отработка навыков конструктивного поведения в сложных ситуациях и обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций. Это постановка и достижение персональных целей и обучение таких детей ориентироваться на собственные цели. Это акцент на развитие эмоционального интеллекта, на формирование адекватной оценки и саморегуляции. Важно таким детям давать дифференцированные домашние задания, которые включают не только решение логических задач, но и задач с несколькими вариантами решения, задания на опережение. Важно одобрять нестандартные способы решения учебных задач, составлять совместно с детьми правила взаимодействия в группе, в классе, избегать категорических запретов, использовать мягкое руководство, контролировать выполнение заданий, оказывать помощь в структурировании времени, пространства. Конечно же, получать обратную связь от ребенка, свидетельствующую о понимании им проблемы, инструкции, сущности деталей задания. Делить большие задания на части, использовать смену видов деятельности, переключение внимания. Ну, еще раз напомню, что индивидуализация обучения в случае таких детей – важнейший фактор, влияющий на формирование учебных навыков. Общие рекомендации для родителей одаренных детей и детей с ОВЗ, детей с двойной исключительностью. Такие нюансы, которые необходимо учитывать в жизни с такими детьми. Ну, конечно же, избегать ярлыков одаренные, остальные неодаренные дети. Это внесет в разлад, в атмосферу детских взаимоотношений, которые представляют собой и так достаточно сложный мир, детскую субкультуру. Один из наиболее сложных аспектов одаренности – это проблема как раз-таки обретения и сохранения друзей. Одаренные дети могут казаться социально зрелыми, хорошо приспособленными в жизни, но при этом достаточно часто грустить по поводу проблем со сверстниками. Ребенок может чувствовать, что у него мало общего с одноклассниками, столкнуться с проблемой в процессе вхождения в круг сверстников, неумением участвовать в совместных играх, в совместной деятельности. Зачастую такого ребенка воспринимают как задаваку. Синдром отличника всем известен. Да? У одаренного ребенка могут возникать ожидания от дружбы, которые отличаются от ожиданий его сверстников, так как он сильнее развит интеллектуально, и эмоциональный интеллект также может превосходить эмоциональный интеллект среднего ребенка. Наиболее одаренные дети, как правило, испытывают трудности с дружбой. И с такими детьми, в принципе, рекомендуем родителям помогать формировать дружеский круг своему ребенку. С одаренными детьми тем более важно помогать делать это. Помогать формировать подходящий круг друзей, организовывать совместные мероприятия с детьми со схожими интересами, уровнем интеллекта. И можно к этому подключать в том числе учителей. Нельзя провоцировать в одаренном ребенке перфекционизм. Повышенный уровень тревожности может возникнуть, соматический компонент в состоянии может возникнуть, такой как боли в животе, головные боли, расстройства питания. Такому ребенку необходимо помогать устанавливать основные цели, критерии достижения успехов в тех же самых школьных проектах или выполнении домашнего задания, прежде чем он приступит к его выполнению. Например, изучить задание вместе с ребенком, получить представление о том, насколько длинным, подробным должен быть доклад, установить временные рамки. Другими словами, помогать ребенку понять, когда нужно все бросить, когда пора уже бросить задание и не переживать из-за его несовершенства. Важно принимать протестное поведение одаренных детей в отношении стандартной учебной программы. Принимать, понимать, иногда примирять
с тем, что не все будет соответствовать его запросам. Важно помнить о сверхчувствительности одаренных детей, поддерживать все начинания. Будучи одаренным в учебе, ребенок может чувствовать, что отличается от своих сверстников, испытывать изоляцию. Важно следить за самооценкой такого ребенка. В принципе, важно следить за самооценкой своего ребенка. У одаренного тем более. Своевременно консультироваться с учителями, сопровождающими психологами. Одаренные дети также, как правило, бывают самыми жесткими критиками по отношению к самим себе. Многие из них излишне переживают из-за неспособности достичь сверхрезультатов. Важно помогать такому ребенку сохранять здоровую перспективу своей собственной успеваемости. Кроме того, одаренные дети могут злиться, терять терпение, быть нетолерантными по отношению и к другим, если остальные не проявляют такую степень осведомленности, степень посвященности в задачу, в задание, книгу. Младшие дети, еще не знающие о своей одаренности, в принципе могут сердиться на своих одноклассников, которые не схватывают так быстро предмет, как они. Важно учить относиться терпимо к себе, к другим людям, для того, чтобы не провоцировать конфликтные моменты. Многие одаренные дети сталкиваются с проблемой недостатка внимания, синдром гиперактивности, опять же, здесь, да, и дефицит внимания, и организационных навыков, рассеянность. Так как обычно мыслят абстрактно, им быстро становится скучно, причем мальчикам более свойственно быть дезорганизованными и отвлекаться, нежели девочкам. Есть приемы, которые могут использовать родители, чтобы помочь в организации, выполнять домашние задания письменно, а не с помощью мобильного телефона или интернета. Это важно, так как это помогает структурироваться ребенку. Давать короткие перерывы при этом каждые 30 минут, чтобы ребенок успевал отдохнуть и восстановить способность концентрировать внимание. Также одаренные дети очень быстро истощаются физически, душевно, особенно дети с двойной исключительностью. С одной стороны, у них, да, высокая энергетика, высокий азарт, высокая увлеченность при выполнении, при выполнении какого-то того же самого домашнего задания, но при этом они подвержены риску быстрого истощения и опустошения. В то время как интеллектуальная одаренность приходит естественно, большой объем домашней работы, стремление к самоорганизации, преуспевание во внешних школьных мероприятиях, все эти нюансы его жизни не проходят для ребенка бесследно. Стресс и переутомление могут приводить и зачастую приводят у одаренных детей к нарушению сна, болезням. Поэтому необходимо обязательно учитывать все-таки возрастные особенности ребенка и потребности в физическом отдыхе. Понятно, питание, сон такому ребенку тем более должен быть налажен в определенной режимности. Также важно родителям понимать и принимать ребенка таким, какой он есть, одаренный, с двойной исключительностью, и снижать свой собственный эмоциональный дискомфорт в связи с заболеванием ребенка. Возможно, переключить внимание как раз-таки именно на его одаренность. Важно родителю укреплять уверенность свою в возможностях ребенка и у такого ребенка укреплять его уверенность в себе. Важно также все-таки адекватно относиться к ребенку, не делать из него дополнительно социально неспособного ребенка, то есть помогать в принятии самостоятельных решений без прямых инструкций, указаний, поощрять проявление инициативы, активности, поощрять его интересы, поддерживать любые начинания, которые, может быть, кажутся странными, непонятными для нас, да, если мы стандартный родитель у одаренного ребенка, зачастую нам сложно понять некоторые его устремления. Использовать возникшие трудности как область применения моих способностей.
Важно, особенно важно с ребенком с двойной исключительностью создавать в семье адекватные детско-родительские отношения и адекватный стиль семейного воспитания. Конечно же, здесь не место жестокому обращению. Важно формирование позитивного образа общения в семье, адекватные способы решения конфликтных ситуаций и, конечно же, проактивная позиция родителя в преодолении своих трудностей, трудностей ребенка при адаптации к социальной среде. Если у такого родителя возникают какие-то депрессивные моменты, это понятно, но важно преодолевать эти состояния с помощью специалистов, не позволять себе в них погружаться. Иметь устойчивую психику, конечно же, желательно нам всем, а здесь тем более, так как излишний эмоциональный восторг или наоборот недоверчивость по отношению к такому своему ребенку могут даже в том числе повлечь приостановку развития способностей. Ну и напомню о том, что все-таки в России для детей с ОВЗ создана и функционирует система специального образования. Есть возможность подключения системы инклюзивного образования, домашних форм обучения, а кроме того, по приказу Министерства образования от 2014 года такой школьник может еще использовать дистанционную систему обучения и в целом использовать комбинированную систему обучения. Сейчас в доступности много дистанционных школ федеральных, которые помогают детям, в том числе и с двойной исключительностью, быть конкурентоспособными. И, в принципе, появление большого числа дистанционных форм работы также позволяют таким детям быть в дальнейшем реализовать свои трудовые права. Также важно использовать в системе образования у ребенка с двойной исключительностью возможности дополнительного образования. Обязательно включать детей в творческое развитие в определенной области. Обязательно заниматься по исследовательским творческим проектам в режиме наставничества, искать наставников. Включаться в очно-заочные школы. Такие школы есть практически при каждом вузе. Есть возможность бесплатно обучаться при множестве вузов, в том числе МФТИ. Есть обязательно необходимо помогать ребенку участвовать в доступных мастер-классах, творческих лабораториях и не опасаться принимать участие в фестивалях, олимпиадах, так как даже вот среди моих знакомых детей с ОВЗ, одаренных детей, родители которых не побоялись давать с учетом особенностей здоровья определенные нагрузки. Есть дети, победители олимпиад, есть дети, которые попали, несмотря на особенности здоровья, в замечательный федеральный центр по работе с одаренными детьми «Сириус». Важно участвовать в научно-практических конференциях и семинарах, в различных проектах от благотворительных фондов и не снижать спектр возможностей для такого ребенка, через который он может повысить свою конкурентоспособность. Ну вот на этом мы с вами закончим. Я надеюсь, немножко мы с вами раскрыли тему двойной исключительности детей. Для меня было важно прежде всего привлечь внимание к этой проблематике, так как считаю, что вот дети, одаренные дети, и в том числе дети с двойной исключительностью, все-таки требуют прицельного внимания специалистов. Благодарю за внимание. До встречи на следующих консультационных часах.